Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину, на нового мужчину. И узнаем, что он за человек такой и чего он действительно хочет от вас. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ничего себе. Смотрите, знакомно вышел. Возможно, этот мужчина по знаку зодиака Овен. Либо его характер свойственен именно Овнам. Ну, такой, знаете, пробивной, горячий, такой: вижу цель, не вижу препятствий, иду до конца, иду напролом. Очень, кстати, харизматичный человек. Вы, кстати, на харизму его и клюнули, девочки. Да, вот прям привлек внимание. Может быть, на лицо он и неказистый, у кого-то так отыграется, да, но вот харизма впереди него. Да, он еще в дверь не вошел, а уже все в ожидании, да, кто ж там такой идет. Его слышно, его видно, он всегда в центре внимания, он привлекает к себе внимание. Люди, знаете, как тянутся к нему, просто тянутся. Такой манкий человек. Так, в принципе, мне нравится то, что я вижу. Мне нравится. То, что он транслирует, в принципе, в этом он честный. То есть, в принципе, все, что вот он говорит, все, что он делает, это и есть часть его. Но есть еще и теневая часть, о которой мало кто знает. Знают лишь только самые-самые приближенные. Ну, например, там, близкий друг, родители, если там у него там бывшая есть, да, либо, может быть, с кем-то там он прям близко общается, да, вот этот человек точно знает про него. Здесь четко показали, что он внутри немножко как ежик, колючий. Бывают такие ситуации, что он может уйти в себя, просто уйти и ни с кем не контактировать, закрыться в себе, там, долго молчать, долго где-то пропадать, знаете, сорваться и исчезнуть. Да? Вот вроде вот он рядом, потом бац, его нигде нет. Он пропал, он на телефон не отвечает, он навстречу не приходит, дверь в квартиру не открывает, вообще куда-то уехал. Да? Такое в нем есть. В такие моменты он, знаете, как будто бы перегорает, либо выгорает, и ему нужно действительно побыть в одиночестве для того, чтобы восстановиться. И если вы уже такое в нем видели, и это вас напугало, девочки, все нормально, не бойтесь. Лучше так, чем, например, алкашка. Да? Бывают же мужчины, которые со стрессом справляются только лишь огромными, обильными количествами алкоголя. Этот нет. Этот просто уходит в себя, в тишину, восстанавливается в тишине, а потом он возвращается к нормальной привычной жизни. Смотрите, еще что вы должны про него знать. Вы должны знать, что он в данный период времени не рассматривает каких-то серьезных перемен в своей жизни. Ну, что значит серьезная перемена? Это с кем-то съехаться, вместе жить, это сделать предложение, это завести ребенка, это какие-то серьезные там покупки, там, не знаю, переезды, разъезды. Вот этого он не рассматривает. А сейчас он пытается, знаете, как будто бы лавировать среди каких-то проблем и сложностей. И это очень нелегко, но он потихонечку выбирается. Вот как будто бы его сейчас обложили со всех сторон какими-то ситуациями, проблемами, острыми моментами. И вот он так потихоньку, так змейкой проплывает. То есть любой стресс в данный период времени для него равен катастрофе. Поэтому, девочки, не создавайте ему проблем и не тревожьте его по пустякам. То есть если он что-то не говорит, не рассказывает о своих там планах, о своей жизни, о своих действиях, это нормально. Пусть лучше так и будет. Так, что касается серьезности. Я тут вам прям так сказала, что он не настроен на серьезные отношения. Вы, наверное, испугались, не бойтесь. Это именно вот сейчас, мои хорошие. Если вы ждете, что вот он вас замуж завтра позовет, нет, он не позовет. У него даже в мыслях нет.
Он об этом не думает, потому что есть более какие-то серьезные приоритетные задачи, с которыми нужно справиться и разобраться. В принципе, человек, он внешне легкий, да, подача у него легкая, но в глубине души, вот внутри, он очень продуманное существо. Вот прям продуманное до мозга костей. То есть все, что он делает, вот кажется легко, да, легко он что-то делает. На самом деле это все выверенные решения, к которым он приходит, я вам скажу, не за 1 минуту, и даже не за 1 день. То есть он может над какой-то ситуацией, либо над какими-то словами, над какими-то действиями думать там сутками напролет, да. Неделю может что-то обдумывать, и потом так легко это сделать, воплотить. Человек-мыслитель. С одной стороны, конечно, плюс, но с другой стороны и минус. Да? То есть какие-то важные вещи он будет прям готовить. Готовить, обдумывать, продумывать, там, детали просчитывать, там, прям целый бизнес-план рисовать. Это да, это есть. Но зато он практически никогда не ошибается. Никогда не ошибается, понимаете? Это очень важное качество, особенно для мужчины. Так, что вы еще должны знать? Вы должны знать, что у него есть какие-то финансовые проблемы в данный период времени. Это не значит, что он там бомж, это не значит, что он там лузер, это не значит, что он там с протянутой рукой по миру идет, в долг, в кредит живет. Нет, нет, это просто временное обстоятельство, с которым он обязательно справится. Финансовые проблемы могут ведь возникнуть по разным причинам. Ну, например, человек может иметь проблемы в бизнесе. Человека могут на работе там, подставить, подвести, уволить, сократить. Да, никто от этого не застрахован. Человек может неудачно вложиться. Нет, это не про него, потому что все-таки он такой, знаете, расчетливый товарищ, он аналитик, математик. Здесь он все конкретно считает. Да, здесь могут просто какие-то люди его подвести. Может быть, он все правильно рассчитал, но по вине каких-то людей, либо по каким-то серьезным обстоятельствам что-то не случилось, не получилось. Ну, не пугайтесь, не бойтесь, все нормально, он с этим справится. Если он там не дарит вам каких-то шикарных подарков, не водит вас там в мишленовские рестораны, это не значит, что он жадный. Просто у него сейчас нет такой финансовой возможности. Вот. Не думайте о нем плохо. Нет, нет, это нормально. Как по мне, очень такой вполне себе респектабельный мужчина. Да, респектабельный. Да, не в лучшей форме в сегодняшнем дне, но это временное обстоятельство. Да, жизнь, она ведь переменчива. Сегодня он в темной стороне побывал, да, завтра он в белую сторону выйдет. Все нормально, девочки, все нормально. К вам у него живейший интерес. Я не могу сказать, что он вас любит. Не могу. У кого-то, может быть, у единиц отыграется, что любит, но у большинства больше идет как интерес. Вы ему очень интересны. Необычный для него, какая-то вы эксклюзивная, уникальная. В его прошлом, да и в принципе в его жизни, в сегодняшнем дне вы очень сильно выделяетесь из всех его знакомых женщин, давайте скажем так. То есть что-то есть такое у вас необычное, непривычное и такое манка привлекательная. Вот он хотел бы разобраться, а кто вы есть на самом деле, а кто вы такая. А что его так сильно манит, привлекает к вам? Вот хочется вас узнавать, хочется вас изучать. Вы для него, если вот переводить в аналогию, да, вы какая-то очень необычно оформленная, так креативно оформленная книга, да, которую хочется рассматривать, да, прежде чем ее читать, хочется вот рассмотреть, вот обложку рассмотреть, изучить, потом там первую страничку открыть, там преамбулу почитать, да, и дальше уже там потихонечку читать. Вот, вы его, конечно, очень маните. Здесь опять же сексуальные нотки у нас вышли. Какая-то часть вашего тела не оставляет его равнодушным. Не целиком, сразу говорю, какая-то часть. Да, у кого-то это грудь, у кого-то попа, у кого-то там изгиб шеи. Да. Как бы сами понимаете, да, это такое очень интимное. Вот что-то прям очень-очень нравится. И он прям постоянно на это засматривается. Если он часто смотрит на вашу попу, значит, это ваша попа. Если смотрит на ноги, значит, ноги. Вот есть такое. Он такой, знаете, эстет, да. Так, еще что вы должны знать про его чувства? Умеет ли он любить? На этот вопрос я скажу так, он еще не пробовал. Вот сколько бы ему лет не было, он не пробовал, что такое настоящая любовь. Да, в его жизни была страсть, да, в его жизни, возможно, были
ну, такие, знаете, увлекательные любовные романы. Да, там, влюбленность, может быть, была. Но настоящей любви у него еще не было. Поэтому я не могу сказать, да, умеет либо не умеет, это время только лишь покажет. Сейчас вот четко я вижу очень сильный интерес, прям такой, знаете, увлекся, да, он вами увлекся. Плюс тут действительно влюбленность чувствуется, потому что он о вас постоянно думает, он о вас постоянно вспоминает. Когда он вас видит, у него сердце начинает ускоренно стучать, биться в груди, там испарина может появляться. То есть это все признаки влюбленности. Вот любви пока, к сожалению, я не вижу. Но только лишь у единиц. Может быть, 1-2 девочки отыграют, что он любит, да, любит. У остальных идет именно как интерес, влюбленность. Так, еще, что вы должны о нем знать. Есть какой-то секрет, есть какая-то тайна у него, которую он ото всех прячет, которой он никого не подпускает. Знаете, вот у кого посильнее интуиция, девчонки, вы прям чувствуете, что что-то есть. Чувствуете, но понять не можете. Если даже вы его спрашивали, скорее всего, там отмолчался, отшутился, да, и все забыли. Но у вас-то осталось, да, вот это послевкусие, да, вы все-таки чувствуете, что что-то не так и что-то не то. Значит, девочки, вот эта тайна, она связана с каким-то его промахом, с какой-то его ошибкой. Скорее всего, дело давнишнее, то есть там еще был молод, неопытен. Но эта тайна, этот секрет, это как его какой-то позор, либо как какая-то черная метка у него. Да, он очень этого стесняется, очень боится, что кто-то узнает. И даже если вы когда-нибудь узнаете его тайну, его секрет, никогда ему об этом не говорите. Никогда, девочки, упаси вас Господь ему об этом сказать. Потому что для мужчины это как, ну, не знаю, там, обнаженным выйти в толпу. Понимаете, позор позорный. Не хотите потерять этого мужчину, молчите. Молчите. Может быть, да, кто-то из вас уже знает про его тайну, про его секрет. Ну вот так случилось, да, случайным образом узнали. Никогда даже не намекайте. Это страшно. Для него это просто ужасно. И болезненно, очень болезненно. Так, еще. Здесь меня кое-что смущает, и я давайте лучше посмотрю на оракуле. И меня смущают его намерения. То ли этот мужчина должен в ближайшее время куда-то уехать, ну, как командировка, поездка, да, вот, уезжает. Либо мужчина решил у кого-то так отыграться, да, на какое-то время взять паузу, может быть, уйти в работу, либо что-то обдумать. И вас эта ситуация может немножечко расстроить. Да? Вы-то думаете, что сейчас ухаживать будет, добиваться, да, мужчина раз и пропал. Я хочу просто проверить, что это. Да, у него дорога выходит. Ну да. Девочки, либо его родительский дом, либо его казенный дом. И так может отыграться. Он будет уезжать на какое-то время. Уезжать по каким-то тяжелым обстоятельствам, по серьезным причинам. Да, вот какая-то беда, какая-то неприятность, какие-то серьезные проблемы. И он вам об этом не скажет. Не скажет. Просто поедет. Причем он думает, что он поедет на какой-то короткий срок, а задержится. Либо кто-то его задержит. Да, и так может отыграться. Расставание на самое ближайшее время ждет, но вы на себя не берите. Это не значит, что он вас не хочет видеть. Это просто такие, ну, жизненные обстоятельства. Может быть, он уедет туда, где связи нет. Да, так тоже может быть. Либо как уехал, потом вам пишет, что я вот уехал, буду не скоро. Вот. Вы не переживайте, вы не расстраивайтесь. На ближайшее время у мужчины дорога, отъезд. Причем он в ней 100% задержится. И после его приезда он вас куда-то будет звать, куда-то приглашать. Может быть, даже в какую-то поездку будет вас звать. Либо, например, съездить к его друзьям. Да, он представит вас своим друзьям. Либо к его родителям. Он представит вас своим родителям. То есть какое-то уже серьезное действие в вашу сторону.
И знаете, у него даже какое-то чувство вины перед вами будет, да, что вот он там уехал, надолго пропал, а вы, ну, вам ничего не сказал. Угу. Знаете, он намерен будет, не сейчас, а после этой поездки, он будет намерен вам показать серьезность своих намерений. Либо в этой поездке он настолько сильно по вам соскучится, знаете, как дойдет, что это не просто интерес, это не просто увлечение, это нечто большее. Да? Что вот он вернется, как будто бы подменили. Он станет более какой-то, не знаю, покладистый, сговорчивый, активный в вашу сторону. Какие-то серьезные вещи начнет вам говорить. То есть очень сильно человек поменяется, преобразится и поменяется. Так что, мои хорошие, все, что будет происходить, воспринимайте как должное. Не берите на себя, да, что вот он от меня уехал, он меня не хочет видеть. Нет, это все как случайность идет. А может быть, это и замысел судьбы. Знаете, когда через вот эту разлуку до него доходит, кто вы для него. Да? Либо что нужно действовать, пока он вас не потерял. Да, вот как поймет, дойдет. Так, я вижу, что у вас с этим мужчиной, по крайней мере, до конца года отношения будут развиваться. Будет по-всякому, по-разному, и идеально, и не очень. Да, это все-таки жизнь, я не буду тут лукавить. Что вы должны лично для себя знать? Вы, девочки, должны знать, что мужчина, он слишком горячий. У него и голова горячая, и сердце горячее. Типаж, в принципе, не совсем ваш. Вы меня простите, да, вам более, что ли, холодные, рассудительные мужчины подходят. Либо более спокойные, уравновешенные, да, либо так, либо так. А этот уж слишком какой-то горячий. Он похож на вот этого журавля в небе. Либо вам все время будет казаться, что он просто какая-то экзотическая птица, жар-птица, да, которая вас постоянно вот обжигает своим этим пламенем. Мои хорошие, это интересные отношения, это интересный опыт жизни, но чтобы быть вам вместе, чтобы вам продуктивно вместе развивать ваши отношения, вам тоже нужно будет немножечко поменяться. Нет, не подстроиться под него, а скорее раскрыться для него. Вот, раскрыться. Потому что вы еще та тихушница. Вы так с виду очень скромный человечек. Но если вас тронуть, да, то мало не покажется. Вы умеете себя защищать, либо вы привыкли себя защищать. И любой укор в свою сторону вы воспринимаете как, ну, я не знаю, там, удар. Да? Вы сразу становитесь в эту боевую позицию и даете сдачу. Вот с этим мужчиной так нельзя. Понимаете? Так нельзя. Здесь нужно по-другому действовать. Здесь больше подойдет, знаете, как лисичка, да, женская хитрость, такая ласковая кошечка, которая может и помурчать, да, и прикусить. При этом она будет смотреть в глаза и мурчать. Ну, у кого есть кошки, те понимают. Да, здесь именно таким образом нужно действовать, а не так, как вы привыкли. То есть, если вы научитесь этому, не знаю, как это назвать, да, умению подачи себя, то можно выстроить действительно шикарные отношения и прям дойти до брака, до семьи, до совместного счастья. Но это не будет в этом году. Да? Вот про брак вы в этом году точно думать не будете. Нет, ну вы думать-то будете, да, но обсуждать его точно с ним не будете. Потому что, видите, и он пока еще не готов. Да и вы же тоже будете его узнавать, изучать, что вам прям за него нужно сразу бежать замуж выходить. Вы, по сути, его еще не знаете, да, толком его не знаете. Поэтому, девочки, ну, подсказочки я вам дала, дальше уже решайте сами. Мужчина неплохой, слишком горячий. Слишком горячий. Да, с возрастом он будет становиться менее вспыльчивый, либо менее горячий, будет учиться контролировать свою голову, контролировать свое сердце. Но на все это идут годы, мои хорошие, годы. Если вы готовы жить в таком режиме, пожалуйста, вперед из песней. Если, ну, например, да, что-то вас смущает, лучше лишний раз подумайте, чтобы не травмировать себя и этого человека. Вы вообще девушка, женщина очень видная. За вами, вот смотрите, 2 кавалера сразу наблюдают. 2, понимаете? Я не могу сказать, кто они, но они вдвоем с правой стороны наблюдают за вами. И каждый из них готов по щелчку ваших пальцев броситься к вашим ногам.
Только вы почему-то не смотрите на них и пальцами не щелкаете. А они ждут. Они смотрят, да, постоянно как голодные такие зверята на вас и ждут. Когда же вы позволите прикоснуться к вам? Когда же вы позволите быть у ваших ног? Мои хорошие, на этом все. Я надеюсь, я вам информацию доступно передала. Если что, пишите в комментариях. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.